Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Ветерану Великой Отечественной войны Анне Панасенко исполнилось 100 лет. Министерство просвещения Абхазии приступило к раздаче учебников и пособий, изданных в Абхазии. Завершился республиканский юношеский турнир по футболу, посвященный памяти мастера спорта СССР Тимура Жиба. В Москве состоялась встреча Аслана Бжания с Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках рабочего визита президент обсудил с заместителем председателя правительства России ряд вопросов социально-экономического развития, инвестиционного взаимодействия, энергообеспечения Республики Абхазия. Александр Новак поздравил Аслана Бжания с предстоящей 16-й годовщиной признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. В Минобороны продолжается плановая подготовка войск. С 20 по 22 августа были проведены тактико-специальные учения с подразделениями материального обеспечения бригад резерва. На практике отрабатывались задачи по развертыванию системы материального обеспечения соединений и частей резерва вооруженных сил Абхазии. В частности, удовлетворение потребностей подразделений в вооружении, военной технике, боеприпасах, взрывчатых веществах, горючем и продовольствии. Ветерану Великой Отечественной войны Анне Панасенко исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем Анну Николаевну поздравил президент России Владимир Путин. Телеграмму от Путина юбиляру передали представители российского посольства. Среди тех, кто пришел поздравить ветерана, также был министр внутренних дел Роберт Киут и наша съемочная группа. Подробности в следующих материалах. Ветеран Великой Отечественной войны Анна Панасенко – общительная женщина с ясными глазами и наидобрейшей улыбкой. С теплом встретила представителей посольства России в Абхазии, Дома Москвы и председателя Союза ветеранов ВОВ и труда Заканананба. Анне Николаевне исполнилось 100 лет. Ходить стало сложно, сетует она, но гостей ждала, как и каждый год. Я так рада вас видеть, вы себе не представляете даже. Вот. Счастье для человека, счастья иногда будет очень мало надо. Чуть-чуть. Вот я сейчас такая большая, такая взрослая. И смотрю на вас. Вы все такие красавицы. И я счастлива, что вижу вас. Дай Бог вам всем здоровья. Великая Отечественная война занимает особое место в истории. Героями тех событий стали наши дедушки и бабушки, отцы и матери. Они прошли то, что не под силу представить человеку. С той великой победы прошло уже почти 8 десятилетий. Однако история не забыла своих героев. Анна Панасенко родилась в селе Косиха Алтайского края. Когда началась война, ей не было даже 17 лет, но она твердо решила, что пойдет на фронт добровольцем. В 1942 году Анна Николаевна окончила медицинские курсы, затем была призвана в Москву. В столице девушка прошла школу младших командиров, а потом попала в женскую добровольческую стрелковую бригаду. Как в армию попала в 1942 году я в этом, и все, я уехала. Вот только поезжаю в отпуск туда. Там все мои родные, все мои близкие. В Барнауле, да? Нет, Косихинский район. Косихинский район. Да, Косихинский район Алтайского края. Вот станция Овчинникова, вот там. Рубцов тоже там. И вот, и я, конечно, отпуск туда, отпуск обратно. Они приезжают, вот так связь есть все время. Но я уже туда не возвращалась. После стрелкового батальона Анну Николаевну направили служить в Баку. Как говорилось в приказе, для охраны завода по изготовлению пуговиц. На деле же девушке приходилось охранять нечто более важное. В Баку девушка даже получила травму ноги, которая мучает ее до сих пор. Долго отдыхать ей не пришлось. Анну Панасенко направили в Тбилиси служить в войсках НКВД, охранять засекреченный авиазавод, а затем в здание Центрального телеграфа. Там она и услышала о капитуляции немецких войск.
приехала. Последняя в Тбилиси была последние годы перед демобилизацией. Вот это там, в войсках НКВД. И потом сюда подхватила там тропическую малярию. И вот так. Живу, людей привлекаю, сама к людям иду. И вот так. Анна Николаевна 36 лет проработала в органах внутренних дел, служила в Министерстве в финансовом подразделении, награждена медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за активное участие в укреплении помощи Красной армии, за безупречную службу и за проявление высокой бдительности, и неоднократно объявлялись благодарности. Любить людей, всегда быть с ними в дружбе, никогда. Можно иногда обижаться, но подумать, можно ли это? Даже Господь Бог сказал, если в доме хотите поругаться, лучше выйдите из комнаты и подумайте. Через 5 минут все пройдет. Вот так и я. Я никогда не ругалась, я любила людей. Я очень любила. Может, я просто в таких, работала в такой организации, жила среди людей. Ну что, 36 лет в органах, 4 в войсках НВД. И то суды, то такая работа. Я все время вращалась среди людей. Я их любила, и они меня уважали. В вековой юбилей Анне Николаевне зачитали поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и Дома Москвы. Уважаемая Анна Николаевна, от души поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья и благополучия. Президент России Владимир Путин. Спасибо, спасибо, спасибо. Уважаемая Анна Николаевна, примите наши самые искренние поздравления со столетним юбилеем. Вы истинный герой нашего времени, человек, который стал свидетелем и участником многих исторических событий. Вы уже многое повидали на своем веку, и счастье, и радость, и любовь, и дружбу, и успех. Поэтому в этот день у нас лишь одно пожелание – будьте всегда здоровыми. Желаем вам семейного счастья и много радостных моментов в кругу дорогих вам людей. С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, Дом Москвы в Сухуми. Спасибо, спасибо. Ветераны Великой Отечественной. Их так мало осталось, и возраст не просто преклонный. Почти всем под 100 лет. Общение с ними бесценно, как бесценны их свидетельства. Шазина Ханагуа, Джабир Амшуков, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Кют поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Панасенко с юбилеем. Ей исполнилось 100 лет. Анна Николаевна Панасенко 36 лет проработала в органах внутренних дел. Юбиляра министр застал за празднично накрытым столом. Генерал-майор милиции Кют преподнес своей коллеге букет роз и денежный подарок. Желаю вам крепкого здоровья. Дай Бог, чтобы еще долгие годы вы в своей такой любимой компании имели возможность отмечать свой день рождения. Это наш букетик от нас. Господи, мои голова. Да. Как вы? Как здоровье? Здоровье? Да. Ну и слава Богу. Ветеран поблагодарил Роберта Кют за оказанное внимание, пожелав ему профессиональных успехов в будущем. Анна Николаевна Панасенко родилась в 1924 году на Алтае. В органах внутренних дел работала с 1950 по 1986 год, служила в финансовом подразделении ведомства. Награждена медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За активное участие в укреплении помощи Красной армии, за безупречную службу, за проявление высокой бдительности ей неоднократно объявлялись благодарности. Анна Николаевна награждена почетной грамотой МВД. Министр внутренних дел Роберт Кют и ветеран Анна Панасенко долго общались, обсуждая текущую ситуацию в правоохранительной системе и новшества, которые сегодня МВД планомерно вводит в свою деятельность.
Анна Николаевна выразила надежду, что министр будет приезжать чаще. Именно так и обещал делать Роберт Кют. Со столетним юбилеем Анну Панасенко поздравил министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба. От имени руководства страны министр преподнес Анне Николаевне подарки и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни в кругу родных и близких. Сотрудники госавтоинспекции МВД Абхазии провели рейд в Бзыбском ущелье по дороге на озеро Рица. Проверяли внедорожники на предмет внесения изменений в конструкцию транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров и законности данного вида деятельности. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции МВД Абхазии в ходе рейда в Бзыбском ущелье по дороге на озеро Рица провели проверку внедорожников на предмет внесения изменений в конструкцию транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров и законности данного вида деятельности. К нам постоянно поступают жалобы как от местных граждан, так и от приезжих о том, что водители, занимающиеся перевозкой пассажиров, грубо нарушают правила дорожного движения. Кроме того, есть немало водителей, осуществляющих экскурсионную деятельность без лицензии и необходимых документов. В этой связи рейдовое мероприятие проходит совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Хочу подчеркнуть, что весь август и сентябрь данные профилактические мероприятия будут проходить на регулярной основе. Мы не имеем права подвергать риску жизни наших граждан и туристов. Чаще всего подобные внедорожники используют для перевозки туристов, особенно в летнее время. Автоинспекторы на постоянной основе проводят мероприятия на предмет законности перевозки пассажиров транспортными средствами повышенной проходимости. Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения в нашей республике, запрещены. В результате рейда составлено 17 протоколов об административных нарушениях. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление правонарушителей, занимающихся пассажирскими перевозками, будут проводиться до достижения минимизации нарушений ПДД. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудниками уголовного розыска Гагарского отдела милиции линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии в результате оперативно-профилактических мероприятий на перроне железнодорожного вокзала была задержана Зырянова Светлана Борисовна, 1992 года рождения, жительница города Екатеринбург. При личном досмотре женщина выдала хранимые при себе обрезки блистеров с капсулами запрещенного в Республике Абхазия психотропного вещества прегабалин. Задержанная, как установлено в ходе обязательного медицинского освидетельствования, пребывала в состоянии наркотического опьянения. В отношении гражданки Зыряновой возбуждено уголовное дело, установлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Последней вменяется незаконное приобретение и хранение психотропного вещества, а также ввоз запрещенного средства в Республику Абхазия. Расследование проводит транспортная прокуратура. Житель Ткварчалского района уличен в хищении чужого имущества. Какава Цезарь Гивевич, 1979 года рождения, находясь в общественном транспорте, на остановке у центрального рынка города Гагра совершил кражу денежных средств из ручной сумки пассажира, тем самым причинив потерпевшему ущерб в крупном размере. Принятыми оперативными мерами подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Гагрского УВД в отношении Цезаря Какава по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний содержится под стражей. В Абхазии с прискорбием приняли весть о кончине большого друга абхазов Полы Гарб. Ей было 77 лет. Американский журналист, геронтолог, этнограф Пола Гарб в 1982 году окончила антропологическое отделение исторического факультета МГУ. Обучаясь в МГУ, она неоднократно посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций. Изучая феномен абхазского долгожительства, она побывала в ряде городов
придомовый сел Сухуми, Лыхны, Дурипши, Бармиши, Ачандари, Лоучгарди. Встречались со старейшими жителями Абхазии. Ею взято более 150 интервью с долгожителями. По результатам проведенных исследований Пола Гарб написала книгу «Долгожители». В работе содержится углубленная информация об истории, культуре, образе жизни долгожителей Абхазии, а также о судьбах людей, наблюдавших развитие событий в родном крае на протяжении 20-го столетия, об их мировоззрении и секретах долголетия. Пола Гарб также является автором ряда научных трудов, посвященных общественно-политическим, социально-культурным и демографическим процессам современной Абхазии. Министерство просвещения Абхазии приступило к раздаче учебников. Книги сначала поступят в районные отделы образования, затем будут распределены по школам. Около 15 тысяч учебников и пособий по разным предметам изданы в этом году в республике. Также впервые для подготовительных классов будет роздан комплект охопча, в который входят анбан, сказки и альбомы и пособия для учителей. По каким предметам учебники, то это и русская литература, 10 класс, это и абхазский язык, там и прописи разных классов, то есть и наименование учебников более 20, то есть мы надеемся, что в ближайшее время, перед началом учебного года, всегда сложности с учебниками, в связи с этим, то есть это будет хорошим подспорьем для родителей. Также мы уже не раз объявляли, Министерство просвещения очень трепетно относится к учебникам, то есть и последующие года тоже, то есть российские учебники привозились для школьников в Абхазии. Мы понимаем, что эта потребность учебников еще не решена, но в ближайшие года мы надеемся, что этот вопрос будет снят. РЖД запускает круиз по городам юга России и Абхазии на туристическом поезде «Рица», сообщает Абстопресс. Круиз будет включать в себя посещение виноделин, экскурсии и осмотр ряда достопримечательностей. Путешественники проедут по маршруту Москва-Новороссийск, Гагра, Сухум, Сочи, Ростов-на-Дону, Москва. Круиз стартует 18 октября и рассчитан на 7 дней. Сухумское управление электросетями доводит до сведения потребителей, что в выходные дни 26 и 27 августа кассы энергосбыта по улице Гуместинской и в Суэс будут работать с 9 утра до 5 часов вечера. Команда детско-юношеской спортивной школы города Гагры стала победителем республиканского турнира по футболу, посвященного памяти мастера спорта СССР Тимура Жиба. На втором месте команда из Джгарды, на третьем Сухумское «Динамо». Спорт – это всегда невероятная палитра эмоций. А когда в роли живописцев выступают дети, то все оттенки обязательно яркие и насыщенные. Маленькие художники на футбольном поле рисуют красивую картину республиканского футбольного турнира, посвященный памяти мастера спорта СССР Тимура Жиба. Спорт – это всегда невероятная палитра эмоций. А когда в роли живописцев выступают дети, то все оттенки обязательно яркие и насыщенные. Маленькие художники на футбольном поле рисуют красивую картину республиканского футбольного турнира, посвященный памяти мастера спорта СССР Тимура Жиба. Мы выиграем их, мы должны выиграть ради родителей. Настроены на победу, настроение хорошее, но нужно выиграть в любом случае. Ну, это мне дает счастье. Я сам выбрал этот спорт, я хожу примерно с 6 лет. Мне нравится всегда нравилось, никогда не хотел пропустить тренировку, что ничего такого не было. У футбольных амбиций нет возраста. Это доказали участники соревнования. Детский спорт – фундамент больших побед. Турниры среди игроков необходимы для мотивации. Юные спортсмены учатся держаться на поле и оттачивать свое мастерство. Ребят новичками не назовешь. У каждого за плечами несколько лет упорных тренировок. Хожу 6 лет, команда Гудаута, футбольная академия. Хожу 6 лет, команда Академия Гудаута. Готовились к турниру.
серьезная, отлично. Стремиться к победе и тренироваться чаще. Надеетесь на победу? Да. Республиканский турнир памяти мастера спорта СССР Тимура Жиба проводится не в первый раз. В этом году известному абхазскому футболисту исполнилось бы 65 лет. В честь юбилея Федерация футбола Абхазии организовала турнир среди ребят 2013 года рождения. Хотели бы, чтобы наше молодое поколение знало о том, какие у нас были именитые спортсмены, футболисты. И хотелось бы, конечно, чтобы турниры были более масштабные и больше, но в силу определенных обстоятельств так сложилось, что мы выбрали 4 команды. Это Гудаутский, Гагринский, Сухумский район и команда с его родного села, с Джигярды. Собрали 4 команды, методом жеребьевки выбрали 2 пары, которые сыграют сразу в полуфинале. И по итогу результатов полуфинала определится матч за 1 место и матч за 3 место. На открытии турнира присутствовали футболисты, с которыми Тимур Жиба выступал в разных клубах. Они отмечают, что Тимур был не только хорошим футболистом, но и прекрасным человеком. Вы, конечно же, не знаете, но у нас был флагман абхазского нашего футбола. Это команда «Динамо Сухум», которая играла в чемпионате большой страны, которая называлась Советский Союз. И он был одним из лидеров этой команды. Он играл еще и за команду тбилисского «Динамо». Это вообще один из флагманов советского футбола. Как же он мог достичь таких высот? А он мог достичь только за счет своей любви к футболу, за счет любви к своему отечеству. На турнире присутствовал родной брат Тимура Рауль Жиба. Он пожелал спортсменам удачи в игре. Тимур Жиба ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 37 лет. Абхазский футболист оставил большой след в советском футболе. Спортсмен всегда отличался трудолюбием, был надежным человеком на поле и в жизни. Футбольный стиль Тимура Жиба, его манера ведения мяча до сих пор в памяти его друзей-футболистов. И говорить о нем в прошедшем времени им сложно. Тяжело, конечно. И вот после команды «Гуандр» мы, естественно, попали уже в спортшколу Ачамчирскую под руководством Бонда Ясоновича Кокубова, заслуженного тренера Абхазии, Грузии. Его воспитанники играли во всех лигах чемпионата Союза, во второй, первой, высшей лиге, сборных Советского Союза, юношеских, молодежных, первой сборной, как вы знаете, Виталика Дороселия. Дальнейшая наша судьба уже, естественно, это главная команда Ачамчирская «Амирани», которая выступала на первенстве Грузии, чемпионата Грузии. Потом Тимур играл за «Динамо Сухуми», «Торпедо Кутаиси», «Динамо Тбилиси». Вот как раз фотографии здесь, где он играл. «Динамо Тбилиси» с ребятами команды «Динамо Тбилиси». Его всегда отличала черта, его трудно было пройти, очень цепкий был. Позиционно играл очень здорово. Его в один пройти это было очень сложно. Он пришел в команду, если у меня память не изменяет, в 1978 году с Ачамчири. Тогда в команде было 3 абхазца. Я, Логот, Юра и, и вот Тимур Жиба. Он буквально за год, придя в команду «Динамо Сухуми» в 1978 году, вырос в очень качественного, хорошего футболиста. И был игроком основного состава. Кстати, вы знаете историю, да, его, что он играл и в «Торпедо Кутаиси», и в «Динамо Тбилиси». Он, был очень качественный футболист. Кстати говоря, помимо того, что он был и хороший футболист, он был большим патриотом. Он любил беззаветно свою родину, свое село Джигярда. Команда детско-юношеской спортивной школы города Гагра стала победителем. На 2-м месте команда из Джигярды. На 3-м команда Сухумского «Динамо». Лучшим бомбардиром турнира признан Арсана Адлиба из «Динамо». Лучшим полузащитником стал Тариел Тапагуа из Джигярды. Лучшим нападающим, лучшим игроком, лучшим защитником стали Давид Кутарба, Дмитрий Беня, Назим Тванба из Гагры. Лучшим вратарем признан Сандро Авицба из Академии футбола Гудаута. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде.
В выходные дни 24 и 25 августа ожидается облачность, в субботу дождь разной интенсивности, в воскресенье ожидаются осадки с грозой. 26, 27 и 28 августа облачность, дождь с грозой, в среду и четверг без осадков. Температура воздуха ночью 21-26, днем 29-34, температура морской воды 27 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.